дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами телешоу «Телеактивно». С вами я, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Итак, мы рады представить наших сегодняшних игроков. И сегодня вместе с нами играют студенты против школьников. Ларина, вы за кого будете болеть? Конечно же, за школьников. И я рада сегодня их представить. Алексей Миронов, Ярославна Гулевец и Нургуяна Нифонтова. Ребята учатся в 11 классе и сегодня в нашей студии, на нашей игре защищают честь третьей школы города Якутска. Ребята, здравствуйте! Очень рады вас видеть в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и, может быть, даже придумали девиз. Ну, мы назвали свою команду «Прогресс», и наш девиз Без борьбы нет прогресса. Правильно, все верно. Отличница Ярославна Гулевец учится в 11-м гуманитарном классе школы номер 3 города Якутска. Это активная и дружелюбная девушка, любит такие школьные предметы, как русский язык и обществознание, которые и планирует сдавать в конце учебного года. А еще Ярославна танцует. Знакомство с танцами начала с восточных, а позже сменила курс в сторону современности – джаз-фанк, R&B, диско. Сейчас ее увлекают именно эти танцевальные направления. Еще 11-классница играет на гитаре, причем она самоучка и вполне успешная. Сейчас она запросто может сыграть любую композицию, но больше всего ей нравятся мелодии из видеоигр. К примеру, из «Ведьмака» или игры «Одни из нас». Ярославну можно назвать нашей будущей коллегой, ведь она думает поступать на режиссуру. Ее очень увлекает съемочный процесс, а вообще она мечтает снимать фильмы и сериалы. Любимые предметы в школе у отличницы Нургуяны Нифонтовой – это история, обществознание и русский язык. И сейчас все внимание девушки полностью сосредоточено на этих уроках. Ведь в будущем 11-классница хочет стать юристом. Как признается Нургуяна, раньше она занималась танцами и спортом, а сейчас все свободное время уходит на подготовку к выпускным экзаменам. Впрочем, как у многих 11-классников. Удачи, Нургуяна, у тебя все получится. Одноклассник девочек Алексей Миронов тоже будет сдавать общество и историю, а еще литературу. Это надо для поступления на филологический, а первые два предмета, чтобы поступить на юрфак. А что выберет в итоге Алеша? Он решит попозже. А пока усиленно готовится к этим предметам. Молодого человека можно с уверенностью назвать разносторонним человеком. Он увлекается спортом, в частности, дзюдо. Помимо этого, у него есть своя танцевальная группа «Краун», с которой выступает на различных концертах, танцевальных соревнованиях и других проектах. Танцевальный жанр у группы кей-поп. Еще Алексей свободно говорит на английском, поэтому с легкостью сможет поддержать разговор в любой англоязычной стране. А теперь давайте поприветствуем вторую команду. Это студенты Института языков культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета. Это Саина Ципандина, Алексей Яковлев и Николай Петров. Ребята все учатся на 4-м курсе. Всем привет! Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, название вашей команды и девиз. Наша команда Добрый бай! Наш девиз Доброта спасет наш мир! Саина Ципандина, студентка 4-го курса Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации СВФУ. Уже совсем скоро получит диплом со специальностью организация работы с молодежью. С таким образованием девушка сможет работать преподавателем-профориентологом, а также работать в госслужбе, то есть профессиональный охват очень широкий. Саина – активистка и общественница. Она председатель научного кружка своего института, занимается благотворительностью. И просто обожает организовывать волонтерские проекты и реализовывать их в жизнь. Саина – прекрасный организатор. А в свободное время она поет, танцует, рисует и мастерит якутские украшения и сувениры. Однокурсник Саины Николай Петров – поэт. Он пишет стихи на якутском и русском языках. Правда, сегодня постеснялся нам что-либо продекламировать из своего авторского. Но ничего, мы уверены, что в скором будущем мы еще услышим это имя и не только в поэтических кругах. Поэт признался, что пишет с детства. Раньше это были стихи о любви, а сегодня Николай больше пишет о дружбе. Староста своей группы Алексей Яковлев занимается наукой. Без преувеличения его можно назвать молодым ученым.
Он изучает проблемы молодежи в нашем регионе. И не без грусти сообщает, что сегодня у молодых нет карьерной стратегии, то есть нет четкого представления о своей будущей профессиональной деятельности. Поэтому тут очень важна профориентационная работа. Именно с этой темой он подошел к своей дипломной работе и намерен и далее ее изучать. Изучать и искать способы решения этой проблемы. Алексей, конечно, занимается не только наукой. Он, как и многие молодые люди, смотрит кино, любит аниме и играет в видеоигры. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первый ход начинает всегда команда красных. А для этого каждая команда должна ответить на 3 наших вопросов. Из школьной Из программы. школьной программы. Вопросы будут заданы совершенно рандомно по таким школьным предметам, как английский, история, химия, биология, и поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Или проходите. Вопросы задают ваши родные учителя 3-й школы города Якутска. И поскольку для начала мы пригласили в эту студию школьников из 3-й школы, вопросы школьной программы прозвучат вначале для вас. И я хочу предупредить, если получится так, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, в этом случае капитаны команд будут вынуждены бросить наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот, собственно, и начнет основную игру первым. Вопросы школьной программы для команды «Прогресс», школа номер 3. Внимание на экран. Какой отработанный медицинский материал использовался советскими изготовителями кустарных пластинок? В народе его называли пластинки на костях. Вы учительницу узнали, конечно же. Конечно. И вот такой вот вопрос она задает. Интересный, кстати, вопрос. И ответ тоже интересный. Вы можете посовещаться. Ребята. Что может быть? Предположение, может быть. И ваш вариант какой? Ну, мы считаем. Во-первых, у нас есть несколько вариантов. И какой-то наиболее верный, по вашему мнению, какой? Давай, Ярославна. Не имеете представления, да? Что вот использовалось вместо пластинок? Что за предмет? Может, подорожник? Кости. Подорожник. Подорожник? Ваш ответ принят. И давайте узнаем, каков же правильный ответ. Учитель истории сейчас его даст. Стойте. А, ладно. Нет, уже поздно. Смотрим на экран. Пластинками на костях называли материал кустарных пластинок, изготовленный из старых рентгеновских снимков. Вот так вот. Но это вам на заметку для эрудиции. Вопросы школьной программы теперь звучат для студентов. Внимание на экран. Сложно, да? Ну, попадаются и сложные, и не очень сложные вопросы. Назовите самый жаркий материк. Вот. Самый жаркий материк. Это из серии, наверное, не очень сложных вопросов. Ну да. Учитель географии задает. Австралия. Там Австрия. Австралия. Так, и Николай, наверное, да, дает ответ. Он думает. Австралия. Играл Ну, не помню. Давай. Ага. Мы думаем, что Австралия. Вы думаете, что это вопрос с подвохом, да? Ну, давайте узнаем или нет у учителя географии. С подвохом это вопрос или нет? Самым жарким материком является материк Африка. Все оказалось достаточно очевидно. Африка, конечно. Алексей, Второй вопрос всё, из слишком школьной неожиданно. программы звучит для школьников 3-й школы. Сколько стран использует английский язык как официальный или преобладающий? Так,
Примерное число ближе к этому мы будем считать как правильный ответ. Думаете, давайте. Страна, да? Да, страна. Сколько стран? Какой? Официальный язык? Да, официальный язык. Скорее всего, это Америка. Нет, Франция, нет. Английский язык как основной язык или преобладающий? В скольких странах На самом деле. он считается таковым? 18. Так, и ваш вариант? 18. Давайте сверимся с учителем английского языка, так это или нет. Английский язык как официальный или преобладающий использует более 75 стран. Вот так. Во многих странах же говорят на английском языке, включая Африку из предыдущего ответа. Так, второй вопрос из школьной программы теперь звучит для студентов. Назовите главную значимую часть слова. Конечно, школьники сразу же могут ответить на этот вопрос, а студентам Основа надо слова, немножко да, там же это вспомнить. приставки, он что такое вот основа слова, что ли, и там еще там окончание им было же. И Основа слова. Так в вопросе это и звучит. Основа слова, да. Но имеется в виду от Там что еще? какого слова. Вы это правильно исходит? размышляете. Ага, от какого слова исходит? Основа, имеется в виду это. Назвать основу слова. Основа слова, да. Ну? Имя. Я забыла, там же еще этот, типа, там что-то такое было же. Да-да-да. А что было, что такое? Сказуемое, вот что-то было же. Самый молодой у нас. Да, там типа... Николай, да? Николай, да, молодой. Вчера. Николай не помнит, да? Сказуемое, там еще этот Ну, там была... приставка. Основа И слова, ваш главное. ответ какой? Основа слова, да. Так, ваш ответ принят. Давайте сверимся с учителем русского языка. Главная значимая часть слова – корень. Часть слова самое Корень. главное, это, Ну конечно да. же, корень. Я забыла. Так, пока ни одного очка нет у наших Нормально, команд. Марина. Внимание на экран. Команда школьников. Последний вопрос из школьной программы. У каждого государства есть признаки. Например, культурные ценности, народ, органы власти. Какие еще признаки можно назвать для любого государства? На самом деле сложный вопрос. Но девочки и мальчики создают обществознание, да. Так, ну, Поэтому, это наверное, суверенитет, будут знать. Суверенитет. Суверенитет только у государств, которые как бы имеют независимость. Да, у него символика. Символика герб, наверное. Это и есть уже символика. Гимн свой. Ну это тоже символика. 3 признака, да? Мы должны назвать один или... Несколько. Ну, хотя бы один, два. Два. Ну, символика обычно. Символика, свои законы. Или может это... Ну, своя конституция, наверное. Знаете, это уже было. Ну, Так. демократия точно нет. Нет, конечно. Ну, наверное, наш ответ символика, государственное территориальное устройство. Да. Так, и... Режимы? Режим, политический режим, вот, тоже. Да. Ну, в общем, да. Общими словами. Лена, как политолог, уже соглашается с вашими ответами, но давайте мы сверимся с учителем, с вашим любимым, наверное, учителем по обществознаниям Чарой Федоровой, что она ответит на это нам. Кроме названных признаков, у любого государства есть налоги, язык, символы, например, герб, флаг, гимн и народ. Так, ну, слово «символ» вы сказали, поэтому мы считаем, что вы ответили на этот вопрос. 1 очко у вас уже есть. И последний вопрос из школьной программы теперь звучит для студентов. Внимание на экран. Какой вам достанется? Посмотрим. Сколько боковых граней у египетской пирамиды? Ну-ка, Посчитать можно. у тебя же математический ум, финансово грамотный сам. Боковых граней.
Пирамида. Как выглядит пирамида? Ну, как треугольник. Это же... Это боковые грани. Нет. 8, что ли? 8. А не 8, а получается 6. И ваш ответ? 3. Саина только что сказала 6, а Николай уверенно выдал 3. Но это же куб как бы. Вот эта пирамида, это как куб. 1, 2, 3. И внизу тоже есть треугольник. 6 получается. 6. Сколько боковых граней у египетской пирамиды? Вопрос звучит боковых, а 3 тогда? 3. Да? Ваш ответ принят. И давайте сверимся с учителем математики. У египетской пирамиды 4 боковых грани. Раз, два. Да. Видно 2, 4. Ребята, конечно же, сразу же угадали, да? Да ничего. Победителем в этой мини-викторине у нас становится команда школьников. Прогресс. Вы становитесь командой красных. Присаживайтесь на свой диванчик. Студенты присаживаются на диванчик синего цвета. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на 2 команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий. Будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных 3 вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. Все поняли правила игры, итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой, и таким образом мы определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Я хочу напомнить, что у нас есть центральная клетка. Это клетка, где задают вопрос артисты нашей государственной якутской филармонии. Вам нужно будет угадать, что за музыка, что за музыку они исполняют. Про цифру 6 также хочу напомнить, когда вам будет предложено задание «Стоп-кадр». И это же задание может вам встретиться в конце нашего игрового поля. Так, Алексей, как капитан команды, бросает кубик первым. Команда школьников стартует. Так, 2. Говорить. Вначале, Алексей, вы подходите к нам, выбираем любую карточку, которая вам понравится, смотрим на розовый фон, и на этом розовом фоне человечек, который говорит. Я вам подскажу. Помогу. Вот, нет, вот. Это надо словами, исключая однокоренные. Антонимы, синонимы можно. Поехали. Так, есть такая штука. Туда приходишь, покупаешь Показывать разные не вещи. надо, нужно говорить. Приходишь, покупаешь разные вещи, и там нужно купить напиток, который тебя бодрит. Касса? Кофейня.
Ну что, типа, это откуда вы? Кафе? Кофейня. В смысле? Вот Еще раз. есть такая штука, коробочка. Автомат? Теперь Кофейный, это слово кофейный автомат? немножко по-другому. Вот слово второе, которое вы назвали, это в единичном числе. То есть вы приходите, покупаете это и бодритесь. Что это? Кофе? Что вы купили и откуда? Кофейный автомат? Ну, кофе. Кофе из автомата. А ваша фишка красного цвета. Алексей, делайте торжественно 2 шага вперед. Начинаете со Старт у нас старта. там, да. И раз, и два. 2. Молодцы. Ярославна угадала очень неуверенно, но вы молодец. Так, студенты, Команда давайте. студентов, пожалуйста. Давай, Николай. Командир команды. Николаюшка. Давай. 5, 5, 2, 3, 4, рисовать. Рисовать. Так, Ну-ка. тоже вначале, Николай, выбираем карточку, смотрим на желтый фон и на нем кисточка с карандашом. Что это? Наш художник. Нет, кисточка, вот она. Это надо нарисовать, чтобы ребята поняли. Ну, прям так. Прям так. Чтобы они поняли слово. Запомнили, да? Да, запомнил. Поехали. Время. Писать нельзя, указывать цифрами, сколько слов в задании можно. Нужно, наверное, побыстрее. Остается уже 30 секунд. Хорошо рисую. Это же колонна. Колонна, да? Это. Это же. Нет, это где театр, что ли? 15 секунд. Ребята, давайте. Театр. Где Афины же есть. Варианты. Колонна какие-то это. Здание. 5 секунд. Скульптур. 2, 1. Время, к сожалению. Какой ответ? Какой ответ можете говорить? Время, да, секунд. Здание с колонн. С белыми С колоннами. белыми колоннами. И это здание имеет название, да? Нет, буквально. Нет, так и называется буквально. Здание с Можете белыми колоннами. присаживаться. К сожалению, вы не справились с этим. Так, мы должны были ваша фишка стоит на месте. Команда красных продолжает игру. Кто бросает кубик у вас по очереди? Нергуяна, да? Нергуяна, бросайте. Ладно, давайте я. Ладно. Так, Ярославна. Все, ладно. 2. Раз, два. Говорите. Так, Ярославна тоже вначале подходите, выбираем карточку. Поехали. В школе есть такое место, куда мы приходим всегда после 4-го урока. Столовая. Обед. И она что делает? Ну вот, люди ходят, Кормят. получается, в школу, учителя, чтобы что делать? Перекус. Нет, в принципе, все люди, которые вот ходят. Завтрак. Нет. На 4-м Обедают. Там, получается, там 2 слова. Вот. Второе вы угадали слово. Первое. Приходят перекусить. Прилагательное. Первое это прилагательное. Ну, вы уже можете говорить, потому что угадали. Да, ну столовая, она какая? Ну вот, 8 секунд. если она открыта, значит, что она делает? Приглашает. Нет, ну, Вкусная еда. 1-0. И ответ. рабочая столовая. Рабочая столовая. Вот такое вот что открыто, словосочетание. типа. Мы, конечно, редко используем это словосочетание в речи, но... Подковыристая. Пожалуйста. Так, Саина? Я вообще, ты сказала, что это для меня. Какую цифру хотели бы, Саина? Загадайте, возможно, так и получится. Я хочу рисовать. Да, Да, а вы будете рисовать? А вы будете рисовать, Так, да. но вначале тоже выбираем карточку. Поехали, время пошло. Это здание. Здание, Это... квадратное здание. Тюрьма, что ли? Тюрьма? Не-не-не. Говорить не надо, просто рисуем. Почти 25 секунд осталось. Давай без деталей, а конкретно. Да. Что это здание? Это Но это что? клуб? Говорить нельзя. Говорить не надо. Здание, Дверь. Шутка. дом. 15 секунд, ребята, давайте. Крыши нету, что ли? Нет. Дом. Это Квартира. гараж, будка, терминал, Магазин. магазин 5 секунд. и... Время. Какой ответ, Саина? Чердак. Да? Может быть, как-то надо было по-другому нарисовать. Да. чтобы ребята Но я поняли. думала, что вы угадаете. А ребята, что вы бы нарисовали? Ну, сразу, наверное, можно было бы, да, чердак нарисовать и указать, Маленький что- надо было слишком уж. Так, команда школьников продолжает игру. Нергена бросает кубик.
На крыше что, да? Нет, нет. А? Нет? 6. 6. Присаживайтесь на диванчик. Присаживайтесь на диванчик. Сейчас вам будет предложено задание «Стоп-кадр». Ты знаешь, Стража Галактики нет? Вот, ну да, есть такое. Но это Стража Галактики тоже может быть. Вам, наверное, не стоит говорить. А, да? Не подсказывайте своим оппонентам. Вы сегодня противники. Студенты против школьников. Да. И, Нет, вы лучше. ребята, какие ваши варианты? Бордюр? Нет, это навряд ли. Говори. Тогда Стража Галактики, что ли? Стражи Галактики, да, ваш ответ принят. Давайте узнаем продолжение сюжета. И так это или нет, вы сейчас поймете. Да, Правильно? Ну все же Марвел. Нургуяна, теперь вы можете торжественно сделать 6 шагов вперед. Ваша ложка. Давайте все посчитаем. И Раз, два, три, четыре, пять, 6. здорово. Так, команда студентов. Вайб. Алексей, бросайте кубик. 4. Так, Говорить. Алексей, да, подходите к нам. Поехали. Когда дают предложение какое-то людям. Люди от этого начинают уже приобретать, покупать. Перед Новым годом всегда Предлагают, советуют рекламу Нет, перед делать. Новым годом всегда эти предложения действуют. Афишируют. Скидка, акции. Акции. Да, второй. Нет. Нет. Скидки. Акции это Акция. правильно, но еще добавить надо. Акция. А это же новогодние скидки. Новогодние акции. Праздничные акции. Еще дальше. Праздничная черная скидка. Черная пятница? Черная пятница. 5 секунд, ребята. Давай. Черная пятница. А так я забыл второе слово. Какой курс? Курс акций. Акции. Я забыл. Так, Алексей, К присаживайтесь. сожалению, не Ваша делаю. фишка. Давайте не будем смущать наших телезрителей. Можно ее отодвинуть. Да. Итак, команда красных, пожалуйста, кидайте кубик, и мы узнаем, какое задание все-таки вам попадется. Будто не 6. Так, Алексей. 6 Это на стоп-кадр. стоп-кадр. Так, давайте Нургуяну. Внимание на экран. Это я уже не знаю. Игра в кальмара. Да? Чего, серьезно? Ярославна с вами не согласна? Или вы согласны? Там были коньки. Или не согласны? Я не смотрела этот сериал. Игра в кальмара. Просто верьте. Хорошо, ваш Ладно, пусть ответ будет да. принят. Я доверяю ему. Давайте посмотрим на экран. И это... Да, это правильно. Так, Алексей, двигайте фишку на 6 шагов вперед. На 6 шагов вперед. Раз, Не-не-не, в другую сторону, в другую сторону. От центральной в эту сторону. раз, два, три, четыре, пять, 6. О, вам остался один шаг до победы, но это ничего не значит. Совершенно ничего. Команда студентов. Продолжаем игру. Николай Вчера бросает покажи кубик. класс. Давай. 2. Говорить. Говорить. Поехали. Время. Там, короче, ставят на зимовку, короче. Гараж. И Теплый такой гараж. Ларь. большой такой. Большой гараж. Теплый гараж. Огромный гараж. Булусы. Ага. Булусы. Гараж это правильно, да? Ага. Гараж. Но еще есть слово. Зимний Первое гараж. слово. Теплый гараж. Нет. Большой гараж. Типа большой, но как можно? Огромный. Нет. Высокий. Автопарк. 10 секунд, ребята. Что у машины? Типа вот ширина же есть? Ширина. Как говорят? Габаритный Ага. гараж. И какой большой, типа? Габаритно большой гараж. Нет, ответ крупногабаритный багаж. Багаж, Николай, по-моему, вы говорите о гараже. Багаж, крупногабаритный багаж был правильный Багаж? ответ. Багаж. Я Гараж. показывала. Так. Команда школьников, пожалуйста, кто следующий? Ярослав. Так, я хочу, Ярославна, вам напомнить, что если вам сейчас Можете взять. цифра покажет больше, чем 1,
В этом случае вам нужно будет сразу справиться с двумя заданиями. Это пантомима и опять же стоп-кадр. Так Ну, что вот, может, да, я же возможно, говорила, они не будут. все так просто в нашей игре. Да, и больше, чем один. Вначале подходите к нам, тоже выбираете карточку, и нужно вам справиться с заданием пантомима. Время, поехали. Идти в школу? Зонтик. Что с ним случилось? Он сломался. И ты промокла. Сломанный зонтик? Зонтик сломался. Зонтик сломан? Сломанный зонтик. Тут нужно 20 секунд. точно. Один. Тонкий. Сломалась этот подручник. Не открывается. 5 секунд, ребята. Я не знаю. Время. Ответ? Поломанный зонтик. Загвоздка в том, что нужно слово в слово. Да. Все точно дать ответ Присаживайтесь. такой. Так, присаживайтесь. И Команда команда синих продолжает студентов. игру. У вас есть шанс, мне кажется. Те 6. Если вдруг 6-6-6 начнет выпадать. Да. 5. Тоже неплохо. сын. Это рисовать. Поехали. Ага. Майка. Трико. Спорт. Как называется этот спорт, который... Бассейн, купальник. Да. Купальник. Здорово. 5 шагов вперед. Дорогой. Таина, Таина, двигайтесь вашу 5 шагов фишку. вперед. На 5 шагов вперед. Это Так, же, да? да. Раз, Раз, два, три, 4, 5. Ура! Скажите спасибо мне. Да, молодец, Саина. Ребята, продолжаем игру. И напоминаю, что вам остался буквально один шаг, но если больше, чем один, Иргена, давай придется единичку. справиться с двумя заданиями. Я не знаю. Так, Мирьяна, вам нужно будет справиться только с пантомимой, и если вы справитесь, вы победители. Так, Леша, думаем. Поехали? Стрельба. Охотник. Да! 4 секунды понадобилось. Пожалуйста. Здорово. Нюргаяна, двигайте фишки. Я думаю, что вы можете это сделать. Все вместе? Да. Все вместе. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Победителем сегодняшней игры становится команда школьников. Давайте их поздравим аплодисментами. И также мы вручаем школьникам нашим возможность устроить себе вкусное застолье. А поможет вам в этом служба доставки еды Катана Суши. Спасибо. Очень стремительно сегодня прошла Да. игра. Ребят, ну, надеюсь, вы не разочарованы сегодняшним приходом на Ресторан, может быть, идти? Нет, Вы разочарованы. сидят. Мы вполне довольны, что школьники нас победили. Потому что, Это как будто справедливо, да? да, справедливо, потому что система образования улучшилась. Как вы правильно Как правильно подметили. Да, подметили. очень тактично. Ну, какое задание вы больше всего ожидали или, может быть, наоборот, не Стоп-кадр. хотели? Вы хотели стоп-кадр. Я бы хотел пантомиму. Ну, вот видите, Попробовать, Саина вам выпадала каждый раз рисовать. Мне очень повезло. Я прямо отдыхала. Ну, наверное, когда вот вы шли на эту передачу, у вас были какие-то представления, да? Ожидания. Да. Какое настроение было, какое ожидание, какого задания вы больше всего боялись, может быть, не хотели? Ну, я хотела просто повеселиться, познакомиться с одногруппниками, Пообщаться, да, поиграть вместе в команде, просто как участники, а не как организаторы. И сегодня нам удалось отдохнуть. Да. С вашего института у нас уже принимали участие ребята, да, первый и второй курс. Вот какие впечатления у них остались? Может быть, они что-то вам рассказывали? Но они прям когда вот перед передачей, да, перед участием, они очень волновались. А потом сказали, что да, это очень классно, оказывается, нужно участвовать в таких передачах, и им было тоже весело. Я всегда это называю выход из зоны Да. комфорта. Да. Так, ребят,
вопрос к вам. Вы что-то очень бурно обсуждаете. Что вы обсуждаете? Расскажите Мы про нам. школьные вопросы. Да, Да. Что вас смутило? что мы опозорились. Что нам будет потом конец отчаяния. Как вам завтра идти в школу теперь? Чара Михайловна, простите нас. Перед кем уходите? Ну, все, наверное. Так, какие вопросы Перед вас Александрой больше всего, может быть, Иннокентьевной тоже. смутили еще, да, вот кроме В вопросов? принципе, первый вопрос вот прям очень смутил, потому что История, да? Да, впервые в жизни о таком я лично слышала. И вот Ну, это, наверное, не проходит все-таки на уроках Да. истории. Да. Это как Больше на вопросы из кругозор, конечно, эрудиции, да, да, эрудиции. То есть просто так вот читать, может быть, где-то слышать. Ага. Конечно. По поводу самой основной игры, вот чего вы больше всего, может быть, боялись или наоборот ожидали? Какое задание было самым простым и сложным? я очень хотела рисование, но нам ни разу не выпало рисование. А так, все очень классно. Юрген, тебе как? Мне сложно пантомима. Ну, я угадал за 4 секунды. Ну хорошо, вы у вас с охотником-то вышло. Еще А вообще в целом Нургуяне очень сильно повезло, мне кажется. Да. Легкое задание Легкие попалось. задания попадались. Там еще кубик крутился так, что яйцо было сбоку, но оно так упало и перевернулось. Да, ровно так, да. Удача тоже играет такую важную роль в нашей игре. Еще шестерка упала, выпала. Да, шестерка, кстати, это для многих. Да. Многим нравится. А что вы можете пожелать будущим участникам, если они волнуются и так далее? Вот Какие вы бы лайфхаки рекомендовали и своим так бы далее? одноклассникам или одношкольникам прийти к нам в студию и сыграть? обязательно. Обязательно. Как бы вы их подготовили бы? Что прочитать перед тем, как прийти к нам, да? У нас, кстати говоря, некоторые участники, если вдруг вы захотите к нам еще раз прийти, да, подготавливают так вот. Они рисуют подсказуемое, там, 2 палочки глагол, то есть там как-то вот... Прилагательные. Да, вот. какие-то вот такие Так далее. фишки. То есть можно будет потом как бы дать такую подсказку своим ребятам. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей игре. К сожалению, она пролетела очень стремительно. Ну, приходите к нам еще, а мы на этом, дорогие друзья, с вами прощаемся. И как вы уже поняли, что даже самое простое слово довольно-таки трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока!